что угодно, я сделаю что угодно, только не возвращаться в это место. Девочка должна рожать детей. Я зайчик. Блин, я же уже старый. Ну, вообще, я, честно говоря, удивился, что были вообще какие-то такие прям взрослые работы, и мне очень понравилось, что вот даже на детском фестивале были какие-то взрослые мысли у детей, прямо скажем, да, поэтому это круто, что задумываются о каких-то таких серьезных вещах небольшие люди. Я бы сказала, что мне очень повезло. Самой первой работой, которую я увидела, была работа победителя. И я подумала, вот это ничего себе, планка задрана, конечно. Очень классное качество, очень классный монтаж, сценарий, все вот это. В купе такого очень редко ожидаешь в каких-то студенческих работ, тем более без бюджета совершенно. Ребят приятно удивили. Да, ну и прикольно было, что ощущение того, что люди вот так вот проявляют какое-то свое творчество через такую сложную механику, как создание кино. Ну и это классно, что есть такой фестиваль. И самая главная мысль — снимайте больше кино. Ну да, это хорошо. У нас много идей. Да, очень много идей для фильмов, и они постоянно лежат и ждут своего часа. То есть мы ничего, наверное, нового не подчеркнули, но именно вдохновились мне кажется, даже картинкой, визуалом, какими-то в принципе, приемчиками. Можно сделать классно, не имея какого-то ресурса извне. Нам очень понравился фильм Чендлера, ребята сделали классную работу. «Тихое несогласие», визуально очень круто сделанный фильм. То есть там мы еще ряд каких-то работ, там детский фестиваль, там тот же фильм «Краски», который вообще абсолютно там, то есть добавить ему немножко качества этому фильму, именно визуальному, и это была бы очень классная такая взрослая прям работа. Возможно, мы вдохновились фильмами, которые мы посмотрели. Да нет, на самом деле очень много всяких дел, которые надо было бы сделать, то есть там от создания какой-то книжки про путешествия, потому что мы там ездим, рассказываем, и было бы прикольно это уже во что-то осязаемое, да, материальное воплотить. Давайте, ладно, тогда сразу скажем вам, чтобы уже потом было стыдно, если не сделали тогда. Пускай это будет, следующий год. Классно было бы создавать какие-то визуальные штуки, то есть киношные, но это всегда требует очень большой команды, очень большой вовлеченности, и поэтому я вообще вдвойне восхищаюсь ребятами, что они просто взяли, условно, бесплатно сделали на энтузиазме. На энтузиазме. Это действительно вызывает, конечно, восхищение. Самый главный, конечно, ответ на этот вопрос — это просто начать. Без разницы, что делать, без разницы как, каким медиа пользоваться, именно каким в плане медиумом, кино, краски, что угодно. Главное просто взять и перебороть себе этот страх пустой чистой страницы. А все остальное — это вторично уже. Я согласен, да, потому что ты всегда прокрастинируешь, думаешь, я начну после это делать. И никогда после не начинаешь, это всегда все. Как мы с книгой, да. Да, прекрасно, когда ты еще при этом думаешь, что наверное, я еще недостаточно талантливый, и такое надо сразу отметать, надо просто делать, и получится в итоге какой-то результат, который поразит. Мы вообще заметили, что люди, которые более тупые, они добиваются каких-то больших успехов. Потому что человек, когда он умный, когда он осознанный, да, это постоянная рефлексия, а круто ли я сделал, а вообще понравится ли это, он там 10 раз подумает. Поэтому я желаю умным людям быть чуточку глупее в этом смысле, если вообще можно так сказать. Вообще у меня есть метафора творчества, и я всем ее рассказываю, я не знаю, будет ли вам это полезно или нет. Я не знаю, Полине рассказывал это или нет, я представляю деятельность как качельки. Знаете, есть такая рама, на которой, например, висят 3 качельки. У меня во дворе такие стояли в Инорсе как раз.
Вот. И представляете, вот у меня есть знакомые, которые говорят, у меня ничего не получается, там я же там и крутой диджей, и крутой фотограф. Вот этот человек, он пришел на качельку, на одной покачался, пересел на вторую покачался на третьей, и он уже сел там на первую качельку, и у него, ну, она уже почти остановилась, надо заново раскачиваться. Мне кажется, надо выбрать что-то одно, какую-то одну качель, на которой ты будешь качаться, и если ты будешь просто болтать ногами, то у тебя будет что-то получаться, поэтому надо все попробовать, но в итоге выбрать что-то одно, что тебе там нравится, какое-то направление, и просто сидеть, болтать ногами на этой качельке, и ты там рано или поздно сделаешь солнышко. На самом деле интересная метафора, потому что 90% жизни на всех этих качельках просто качаются. Другие люди. Главное выбрать то, чем ты хочешь заниматься. Это не значит, что ты вот только это должен делать. То есть это от твоего интереса есть куча ответвлений, которыми можно заниматься. Мне там нравилось что-то создавать, придумывать, заниматься творчеством. Я выбрал там вот и качель, там условно там придумывание и создавание какого-то контента. И мне там это нравится. То есть я никогда не буду там, не знаю, готовить. Типа не буду поваром, потому что, ну, это вообще не мое, и мне там условно это не близко. Или там... Ты иногда чуть-чуть раскачиваешь эту качель. Да, я могу дома что-то приготовить. Какие-то касания, Да. Или там я не буду там гонщиком. Ну, то есть, условно, понимаешь, такие какие-то кардинальные штуки. А то есть в творчестве это все равно есть много ответвлений, и вот, я выбрал какое-то такое направление. Ты какое выбрала? Ну, тоже похожее, наверное. Зайчик. Муза, направление музы. Ну, это очень легко. Я походила 2 недели в офис, поняла, что угодно, я сделаю что угодно, только бы не возвращаться в это место. И вот меня хватило ровно на 2. Я поняла, что будет, возможно, гречневая каша 30 дней из 30 в месяц, но я должна перебороть этот кризисный период. И в итоге так и было, да. Пришлось искать какую-то подработку, но только чтобы не оказываться в 9 утра в набитом транспорте и не ехать куда-то. Ну да. Не, вообще много разных историй. То есть у нас вот есть знакомый, мы как раз по Центральной Америке путешествовали с ним, он рассказал, я, говорит, пришел в Макдональдс работать, поработал 2 недели и понял, что я вообще никогда в жизни не хочу работать. И вот у него в этот момент случилось такое осознание, что, блин, я вообще не хочу это, и я буду работать там только на себя. Я на самом деле считаю, что перед тем, как начинать работать там на фрилансе, надо все равно поработать, ну, в офисе, понять, как это устроено, иначе, ну, блин, это как говорить о книге, которую ты не прочитал, как это вообще можно, ну, или там о фильме, который ты не смотрел. Надо прийти, поработать, понять, как все устроено, и после возможно, какими-то связями. Это очень тоже полезно, конечно, в работе фрилансера. И Сашин путь, он тоже один из как бы многих прихода к какому-то делу своей жизни, когда ты именно поработаешь, поймешь, как вообще, в принципе, запускается этот весь механизм, и просто понимаешь, как его переложить потом на какое-то свое фрилансерское. Ну да, набраться опыта, а потом уже, когда ты такой опытный человек, заниматься продвижением, скажем так, себя. Еще очень важно, чтобы тебя как бы знали по работе, ну, что да. ты не просто какой-то человек из ниоткуда, а именно как бы с тобой взаимодействовали уже как с профессионалом. Ну, короче, больше... С профессионалом на фрилансе довольно тяжело, и надо какую-то репутацию себе, конечно, до этого создать. Ну и вообще большая часть контактов, с которыми мы сейчас работаем, это все контакты там с прошлой работы. Ну, я всегда, когда мне задают такой вопрос, я думаю о том, чтобы я сказал себе, в первую очередь. Короче, я бы на самом деле сказал себе, что надо выбирать то, что нравится тебе. Потому что, когда ты пойдешь там в тот вуз, который тебе не нравится, или в который там ты случайно попал, ты будешь просто 5 лет мучиться, и это вообще дурацкий путь. Я поступил в Питер, я вообще хотел поступить на какую-то творческую специальность, и я приложил к этому усилия, поступил на бюджет в университет кино и телевидения, хотя не сказать, что я был там супер отличник там, или какой-то там выдающийся человек, хотя у нас было 200 человек на место, я поступил на 3 бюджетных места в Питере. Короче, выбирайте то, что вам нравится, не стесняйтесь, ни в коем случае не думайте как-то шаблонно, потому что очень много стереотипов в головах школьников, ну, именно такие заложенные там консервативностью родителей. Я не скажу, что это плохо, но просто это было совсем другое время. Ну, там то, что условно мальчику нужно техническое образование, или там девочка должна рожать детей. Это все шаблоны, которые в головах там людей, поэтому выбирайте свой путь, который будет уникальным. Заглядки на остальных. Да, не смотрите на то, как это делают другие, и просто делайте, как вы хотите это делать.
поменьше саморефлексии, потому что она только разрушает, ее нужно в очень умеренных дозах, конечно, к себе принимать. Потому что бывает такое, что ты просто погряз в этом, и тебе уже все не в радости, и это касается, конечно, не только творчества, но и, опять же, учебы. Чем больше копаний и мыслей, а там ли я нахожусь и так далее, надо просто делать, и рано или поздно все, конечно, заканчивается. Самое главное, конечно, понимать, что если даже вы оказались не на том месте, что потом есть еще какая-то после этого жизнь, что можно поступить, например, на другую специальность или поступить в магистратуру на другое что-то, на то, что именно нравится. Жизнь не заканчивается. Если, конечно, ты выбрал медицинский какой-то вуз, и ты не хочешь учиться, возможно, я бы пересмотрела этот тезис. Еще есть такая тема, что тебе кажется, что время куда-то уходит, на самом деле надо все как-то быстрее сделать, закончить школу, выучиться, мне уже... Не знаю, в школе ты думаешь, 20 лет это такие старые люди, а в универе думаешь, 30 лет это такие старые люди, и вот нам уже почти... 30 лет думаешь, я же уже старый, реально. Нет. Вот нам уже условно ближе к 30, и ты думаешь, уже с высоты своего опыта ты понимаешь, что на самом деле времени куча, и вообще ничего не страшно начинать заново в какие-то моменты, и если что-то не клеится вообще, то есть кардинально даже что-то поменять, это вообще не проблема, и времени на самом деле гораздо больше, чем мы думаем в студенчестве. Не бояться ошибаться. Любые ошибки, любые провалы, неудачные какие-то проекты, это все в любом случае опыт, и кроме себя за это никто не будет корить. В принципе, всем на самом деле довольно все равно. Да, всем пофигу. Ошибки, да. И поэтому единственный критик, самый главный, который будет ругать, он внутри, и на него стоит, конечно, ориентироваться, но не полностью и особо не расстраиваться, если что-то не получилось. Конечно, конечно. Любые ошибки, они только добавляют опыта, и в следующий раз, ошибившись, так уже не сделаешь. Да.